Я могу сказать, что реально абсолютно необыкновенное явление не только в чувашском искусстве, но и вообще в мировом искусстве. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот мы все смотрим на картинки, да, и мало чего понимаем. Мы видим, как на фотографочке, там, похоже и хорошо. А в искусстве все не так. Я вам скажу, что наши далекие предки прошли период фигуративности, вот этой примитивной, фотографичности, глубочайшей древности. Знаете? И не то, что отказались, они уже преодолели те периоды развития европейского и мирового искусства до вот такого пиар-кода. Вы пиар-код, вы знаете, там сколько зашифровано, и не видно снаружи. А если подойти по-деловому и прочитать его, там столько информации записано. Прочитайте вот этот пиар-код чувашской культуры. Навряд ли мы сегодня сможем это сделать даже с помощью нашего гуманитарного института со всеми его сотрудниками. А это делали простые люди, простой народ. И то, к чему пришли европейские художники в начале 20 века, это настолько примитивно по сравнению с достижениями чувашского народа в глубочайшей глубокой древности. Чувашам, вернее, ничего, были сувары и булгары, боже мой, нас обозвали чувашами только в 16 веке. Знаете же об этом, наверное? Вот так вот. Они пришли вот к такому условному, абстрактному искусству очень-очень давно, и для них это было естественно. Каждый ребенок в деревне умел понимать, читать, и вот этот несчастный квадрат Малевича, да, каждый ребенок знал, что это значит. Четырехсторонний светлый мир. Это глубочайшая философия, это вселенная. Освоенное культурное пространство. Вот, квадрат. Что означает? И усадьба, и город, и страна, и планета. Они ограничены в космосе, во Вселенной. Вот это такой знак. Какая глубокая мысль. А кто пришел к ней? Чуваши. А кто-то взял и спер и сказал, это я. Понимаете? Как происходит у нас в мировой культуре? А наши искусствоведы об этом что-то помалкивают. Или они ограничены, может быть, а? Вот так вот. А если посмотреть на живопись Лялиной, в ней тоже вот такая сложность. Даже внешне, посмотрите-ка, даже внешне. Вот этот кусочек, чисто формально, он немного напоминает вот этот, так сказать, случайно они оказались, этот кусок. Она всегда ищет что-то поэтичное, философичное, глубокое. Ее поэзия в каждом мазке, в каждой картине ее, глубочайшая поэзия. И когда смотришь и проникаешься, вживаешь в ее картину, то получаешь необыкновенное удовлетворение от эстетического вот этого удовольствия, постижения ее культуры и искусства. Да, это так. И еще я вам скажу, какое счастье, что она не прошла академической муштровки в детской школе, в училище, в академии. Как только они проходят, они оказываются, знаете, как под одну гребенку причесанные. И ничегошеньки не могут сделать в мире. Кроме этого пошлого соцреализма. Знаете, у нас весь, вот, между прочим, я вам скажу, наш весь город завален скульптурой соцреалистической. Пустейшей. В искусстве то же самое происходит. Так вот, прорыв сегодня совершается кистью Лялиной. Она, не имея вот этой муштровки академической, от народа, вот от себя, от нутра, пишет так, как ей требуется, вот от внутренней потребности какой-то.
знаете, и не нужно здесь вылизывать, где-то вот выдрючивать, как говорится, да, вымазывать, показывать вот точно как нету ничего, обобщенно все. Вот, это стиль Лялина. К этому стилю надо присмотреться, надо его понять, потому что это веяние времени, сегодняшнего времени. Наконец-то мы дожили, отказываемся от, видите, соцреализм и его произведения, они уже не ценятся, давно уже поняли, люди уже поняли наконец. И приходит вот к символичному, такому абстрактному искусству, а это первые шаги к абстрактному искусству живописи. Это делает чувашская художница Лялина Инна Васильевна. Здесь глубочайшая поэзия, я могу стоять возле ее, вот, расшифровывать, может, целый час смотреть и наслаждаться. Вот эта работа, например. Глубочайшая вещь. И другая тоже. Я просто хожу целый день под впечатлением ее произведений. Честно вам говорю. Я ей сам говорил об этом. Там глубина неизмеримая. Надо вот как-то подрасти, образоваться, может быть, да? Сейчас ведь искусство это не просто. Про каждую работу посмотрим. Да. Вот. Так что мы должны радоваться тому, что живем вместе с ней в одно время. Спасибо ей за то, что она есть.